Фуражку вон чуть-чуть назад сделай. Эти ребята – самые юные участники предстоящего парада. Суворовцам по 12-13 лет. О том, что им предстоит открывать шествие, узнали в сентябре. Тогда же впервые взяли в руки музыкальные инструменты. Было сложно учиться играть на барабанах, требует большой подготовки и также вместе ходить в коробке. То есть это должна быть взаимосвязь между всеми нами. Ручка не должна быть напряжена. Вот. Да, она была свободна. Держим пальчиками. Хотя на параде эти кадеты впервые, все пройдет хорошо, уверяет нас командующий оркестром. Репетировали основательно. Не у всех есть музыкальный слух. Отсутствует чувство ритма у некоторых. Ну, и такое тоже встречается. Но мы очень плотненько работали с ними. Вот с сентября месяца каждый день. И слезы были, и радость была успеха. Вот сейчас у них радость успеха, я считаю. Чеканить шаг на глазах тысячной аудитории непросто, а потому требуется качественная разминка, говорит курсант танкового училища Егор Гришин. Он будет линейным на параде уже во второй раз. Каждый раз это очень волнительно, даже на репетициях. Это, конечно же, в первую очередь память нашим прадедам, дедам. Я считаю, что военный – это самое, что ни на есть мужская профессия. Даже во время репетиции здесь, на плацу танкового училища, от увиденного захватывает дух и наворачиваются слезы. Желающих попасть на парад среди курсантов военных училищ и учеников кадетских классов очень много, но отбирают сюда лишь самых ответственных и дисциплинированных. Стать военным для меня это была мечтой с детства. Я 6 класса решил, что стану офицером. Как бы ты отдаешь свой долг родине, ты понимаешь, что кроме тебя это никто не сделает уже. А почему в параде я чувствую то, что что я часть одного огромного целого со своими товарищами, можно сказать, со всей страной. Следующая репетиция парада назначена на 4 мая, и пройдет она уже на площади Тысячелетия. А 7 мая там же можно будет увидеть и военную технику. Юлия Гоголева, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.